Так, давайте тогда экран горного даты, жақшылы. Вроде бы. Так, если что, обратная связь беріп бола, егер көрінбей қалса, жоғылбай қалса. Анан кезде мен интернет Wi-Fi бұл жақта кішкене начарак болады в последнее время. Если что, пропадать етіп қалсам, чатқа жазып бола, мен перезагрузка қылып қайра жандырам. Так, бүгінгі онлайн сабақтың темасы 30 причин, да, то есть 30 себеп эмне үчүн биз депозитти өлтүрөбүз. И как этого избежать, да, честный разговор, самых главных ошибок трейдеров, да, от новичков до опытных, да. Так, давайте тогда дальше поехали. Ну, давайте анда раз сөйлешіп, ну, то есть, как говорится, чуть-чуть интерактив сделаем, да. Так, чатта, азыр чатта сурайын. Так, чатта Гим уже торгует. Так, Салтанат Эджей, здесь торгуете, вот Макс, Одил и еще кто-то, да. Вы торгуете? Так, если... так, микрофон включен, если что, микрофон Джанта Косома было. Ну, желательно чатқа емес микрофон ғой, анкенімен чатқа алысып тұрам да. Бірақ чатты да кез-кезде қарап тұрам. Так, ладно, тогда поехали, да. Вот Гим уже сода қыла баштаса, да, трейдингте. Ну, ошондой моменттер көп болгондо, мисалы, там рынокко, допустим, бир нече минусовый сделкадан кийин мындай өч алам деп ошондой чувство менен кирет сделкага, да. Же болбосо там это стопту койбой коюшат, өзүнө мындай аябай уверенный болуп, там рынок точно меникиндей кетет депчи. То есть ошондой моменттер көп эле болот, даже не только новичоктордо, но и уже достаточно опытный трейдерлерде да. Вот, так что вот эти моменты мы сегодня обговорим, да, вот именно вот эти моменты, ну, основном здесь психология, да, убивает наш депозит. Біз улам эле кайра акча салып эле кайра эле күзү беребиз да, анан ошону кантип биз алдын алыш керек. Конечно, 100% эч ким андай иштей албайт, акчаны күгүзбөй прям сразу же прибыльга чыгып, да, баары по-любому күгүзөт, бирок, как говорится, лучше откупиться малыми деньгами, да, то есть кичинекей суммадан эле баштап иштегенге, то есть практика кылганга эң жакшы, да. Вот, ну давайте тогда вот трейдерлерде, ну, например, ютубта, интернетте көп эле приколдор болот, трейдерлердин да эмелери, как сказать, ну, такие короткие, такие комичные эти ситуации, да, то есть самый больше молятся Богу кто, да, то есть Кудайга эң көп жагылган профессиялардын бири, кандай деп ойлойсуңар? Водители, может быть, там кто еще, спортсмены, или жанагы, кто там, церковька барышат қой, прихожане, да, или мечетте там отырғандар, да, ну, то есть кто больше всего молится. Такой прикол есть. Так, давайте тогда, да. На первом месте, да, ең көп Кудайдан суранган, көп Кудайга жалынган, да, бул уруулар, да, анан экинчи место, да, трейдерлер. То есть ошондой эме бар, да, ну, такой как бы смешной момент. Вот, анткени трейдерлер сделканы ачканда уже Кудай деп эле Кудайлап калышат, да, сделканы кандай, ну, то есть и үйлөшөт, и насос менен, и столнасына кирип, ну, короче, такие приколы много, да, наверное, кто торгует, уже видели в Ютубе, там, в соцсетях. Вот, то есть ошондой и смешные в то же время такие грустные моменты, да, есть. Так, и также еще с какой профессией трейдинга можно сравнить, да, мисалы, да, мен трейдингте негизи бир нече профессия менен мындай салыштыргым келет. Мисалы спортсмен, так, спортсмен, хирург, там, рыбак, да, снайпер, допустим, да, ну, то есть, например, снайпер, он не будет там, как новичок там в трейдинге, да, беспорядочно стрелять, да, по всем этим, да, по всем мишеням, он будет ждать идеального момента, и ошол моментте идеальная точка входа была, да, то есть один выстрелом он достигает своей цели. То есть, ну, как опытный трейдер, да, профессионально он этим отличается, да, то, что у него нету таких много хаотичных, беспорядочных сделок, а именно только одна, но качественная сделка. Вот. Также еще со спортсменом, да, который, например, чтобы в какой-то там физической форме, да, прийти, да, или там достичь медали на Олимпиаде, да, он очень много тренируется, да, годами тренируется, и только потом приобретает необходимые физические параметры, да, чтобы побеждать на Олимпиадах, да, на турнирах. Вот. А сразу вот так киши келе калып эле, там, мисалы, 3 күн спортзалга барып, она сразу формага келбейт, да, правильно? То же самое в трейдинге. То есть вот такие вот, ну, как бы сравнения, да, трейдинг профессия, ну, со спортсменской профессией и там, со снайпером, например, да. Вот. Как дальше, да? Давайте тогда основные у нас проблемы. Какие у нас основные проблемы, которые приводят к сливу депозита? Самое первое, да, это торговля без стопов. Вот то, что я сегодня написала, вот мне прям как дневник вот взяла, вот в тетради про все, что я вот вспоминала, из головы все вытаскивала, все свои ошибки вот я прописала, и в принципе это у всех трейдеров есть. Вот с кем я общаюсь, со многими трейдерами общаюсь, вот эти все ошибки, которые мы сегодня перечислили, 30 основных ошибок, там еще есть по мелочи, другие я их не писала. Вот эти все ошибки есть практически, наверное, ну, 90% людей.
Вот первое, да, торговля без стоп-лосса. Был у меня башиндан өткен хаталарым, да, и которые привели к тому, что я потеряла $5000, да, пока я обучалась 2 года. Вот. Торговля без стоп-лосса, то есть, ну, самая такая вот смертоносная ошибка, это стоп-лосс для депозита, да, не для нас, куда а для депозита. То есть, один убыточный трейд, то есть, одна убыточная сделка, тоже такое бывало, что у меня уничтожала весь депозит. Вот, ну, так и у других, да, может быть, там не одна сделка, бывает несколько сделок, и уничтожать весь депозит, да, все, депозит у меня чё классно. То есть стоп – это не слабость, да, я даже от кого-то слушала такую фразу «стоп-торду трустағы ғана қояды», то есть только ставят қорқоқторды. Ошен деп айтқанда біреу атын айта алып қойы, танымалы трейдер, анан аяғында аябай жаман бүттү, чоң депозитин көгүзүп салган, кене без стопов, совершенно без стопов торговал. Вот, то есть ошентип эң биринчи мен башында найчок болуп келгенде ошентип бизге айтканда мне вот это запомнилось, стопту қорқоқторына коет депчи. Но на самом деле стоп – это не слабость, да, это не трусость, это профессионализм. Вот, так, еще вторая ошибка, передвигание стоп-лосса. Ну, я этим не особо страдала, у меня буквально несколько раз такое было, может быть, у вас были такие много моментов, да? Ну, я вот помню, несколько раз передвигала, это было на золоте. Алтында мен, так, сейчас мне, да, связь текшеріп қояйын, а то мен сөйлеп, возможно, тоже такое было пару раз, я говорю, оказывается, интернет пропал, вообще, это, просто в пустоту говорила. Так, все, вроде видно и все и слышно, да, я проверила. Если что, обратную связь беріп если угулай қалса, көрінбей қалса, так. Вот. Вот у меня на золоте такие 2 роковые ошибки были, из-за которых я слила проп-аккаунт. Проп-аккаунт я блесмер, да, наверное, многие из вас знают. Ну, кто новичок, может, не знает, а тут я смотрю, все не новички. Когда вам дают деньги в управление, проп-компания, да, но вы проходите 2 этапа конкурса, так называемые челленджи, да. И я вот первый этап конкурса прошла успешно, второй конкурс уже кичине жабайын дегенде у меня стоп-лосс, ну, это первый мой проп был. Стоп-лосс, получается, мен он, как правило, ну, как по правилам, но золото пошло против, да, моих сделок. Мен лонг ачкам, ал болса аябай агып кетип атат, токтоп эле. Мен стоп-лоссты жылдыратып, анан проптун шарты боюнча 5% минус от депозита болсо эле уже все, счетуңарды жабат. И я вот этот момент я не учла, ну, то есть я знала 5%, но я думала, еще там до 5% еще это есть, ну, то есть сумма пока жетишерлик деп ошого понадеялась что-то, и вот помню, что 5% жетип, у меня закрыли этот аккаунт мой. Вот. Ну, и пришлось второй раз покупать, и второй раз у меня точно такая же дебильная ошибка была, то есть я стоп-лосс кайра жылдырып, ошентип эки жолу мен проп аккаунтымды күйгүздүм. Анан мен өзүм поняла, ой, все, мен пропту албайм больше, значит, мен дисциплинам еще достаточно не выработана, деп ошо менен токтоттум, да. Ну, то есть 3-й раз я тоже взяла, это на самом деле это не последний был аккаунт, у меня еще 3-й был аккаунт проп, ну, 3-й проп аккаунт я слила из-за того, что я чём лот, тоже там первый челлендж прошла, второй челлендж-то, когда чуть-чуть оставалось, второй челлендж-то жабайын дегенде, вот уже реал счетку алайын дегенде мен кичине жадничать этип койдум, чоңураак лот кое коюп, анан стоп-лоссду да койбой коюп, меники ошол жакка сразу 2 ошибка кетти, и ошондон тоже проп аккаунтум, 3-чү проп аккаунтум буюп кетти. Так, вот еще раз повторяю, вот эти все ошибки, это не надуманные, да, это вот я сама реально прошла, да, сама все это нарушала, все делала, и в основном у трейдеров, с которыми общаюсь, тоже такие же ошибки бывали и будут. Вот, так, 3-я ошибка, не выставление тейк-профита, то есть тейк-профиты тоже, вот у меня вот, наверное, 2 года где-то я вообще стейки не ставила, у меня такое было, что сделки я открывала, а потом на ночь калып калчу, түндө уктайсың, кечинде, ой, эртең менен турсаң, сделкаң уже сонун түнде жерге барып калган болот экен, анан уже тургуча уже түшүп калат, аябай мисалы, да, если лонг сделка мачта. И потом очень было такое тоже сильное сожаление, блин, деп чё тейк-профит не поставила жатарда деп. Вот, ошондой. Поэтому обязательно тейк-профитты койгула, анткени ар кандай ситуациялар болот, туктап каласыңар, там, не знаю, интернетиңер жогоп кетет, зарядка сядет телефона, да, и так далее. Так, 4-й, нарушение риск-менеджмента, то есть это тоже, ну, банально из-за жадности, да, то есть мы хотим больше заработать, чоңураак сумманы киребиз, 20-50, даже на 100% депозита, да, ну, это уже, по сути, не трейдинг, да, это не это серьезная профессия, это пайтовать, это мы просто как казино играем. Вот, поэтому правило риск-менеджмента строго 1-2% от депозита, вот, ошондой силер, то есть силер депозитиңер көп көчейин аман калат, да. Так, дальше, да, 6-е правило у нас отсутствие, то есть 6-я ошибка, да, роковая, отсутствие теоретической базы. То есть без, мисалы, знания жок, ачкандай рыноктун жүрүшүнүн представления жок болсо, ну, это как вот тут написано, да, как водить машину с закрытыми глазами, да. Без мисалы машина права алып канда бизде эле тоже аябай теорияны полностью изучать этебиз, да, аябай толтура теорияны окуйбуз, анан экзамен беребиз, практика, этот, ну, то есть на практике, да, ну, в начале теорию, да, а про полностью, аябай сейчас особенно строго, от и до жатташыңар керек, да, а потом только вам это, да, ну, то есть практика там уже вождение, и уже сдаете этот экзамен. То же самое здесь, если вы теорию не знаете, вы просто так лезть на рынок, это, я не знаю, как наступать на минное поле, да, где в любой момент вы ногу не туда поставили, шаг влево, шаг вправо, и вы взорветесь таким,
Вот, так, шестой, да, зависимость от чужих сигналов. То есть сигналы, конечно, знаете, на первых порах биринчи моменттерде, мисалы, новичоктор направление берет, да, по крайней мере, мындай, мисалы, бираз базаны үйрөнбөй башталгыч знаниеси бар, анан сигналды харап, там, мисалы, особенно мындай эмесименен түшүндүрмө менен, с пояснениями, да, почему этот сигнал дан от этой там точки входа, от чего я оттолкнулась, да, почему там стоп-лосс, take профиты. Ну, мисалы, бир сигнал каналында ошондой жазылган, да, логика объяснена. Вкратце, конечно, все майда чудо я там тихоанализ полностью не объясняю, но вкратце объясняю. Ну, для новичка первое время это как бы такой хороший ориентир, вот, чтобы немножко уже логику понимать, там, освоиться, там, то есть в движении цены. Вот. Но зависимость болуш керек, да, то есть гечкеле, там, я не знаю, по полгода, год сидеть на сигналах, андай болбойт, да, нужно все равно самому развиваться, билимдерге инвестиция кылыш керек. Вот, синдром всезнайки, мен да ушундай трейдерлерди да көргөм, тоже аябай көп нерсе билишет, менден билишпейт деп он эсе көп билишет, бирок алар дайыма депозит сливать этип жүрүшөт, анан сурасам чын эле дайыма минуста отурушат, да, то есть тоже ошондой болгон. Вот. То есть өзүм адам аябай переоценка кылат, да, слишком самоуверенно кылат, и даже вот какие-то правила или какие-то новые знания бөлүшөйүн десем укпайт. Мен билем буну депчи, ошондойлор да бар. Недостаточно практики дейт на симуляторе. То есть сразу же реал счетко өтүп, анан еще чоңураак акча менен салсаңар вообще. Ну, это лишний раз, конечно, если это, ладно, ваши свободные деньги, то ладно тогда, да, но если это у вас последние деньги, там, и вы хотите сразу же реал счет, то там без достаточной практики умножить, ну, это, не знаю, это большая иллюзия, да, большой обман. Да, наоборот, и вот потом у вас, когда акчаны күйгүзгөндө, у вас разочарование было, да, трейдингде. Обычно новичоктор бир-эки жолу слив кылгандан кийин постоянно разочаровывается, да, и эмени базарды, брокерди, трейдингди дегенде жамандап калышат, мугалимин деле жамандап калышат, да, и потом бросают. Вот поэтому нужно обязательно симулятор, да, то есть жана эмеде подход, бэктест атайын платформалар бар. Вот ошол мисалы трейдинг вьюда, же болбосо FX Replay деген, эгер керек болсо ушундай бесплатный симулятор торговли бар. Прям реальный график, там все вот очень можно четко, хорошо отработать какие-то свои стратегии, да. Вот. А потом уже реал валютчик керек, и то с маленьких сумм только начинать, да, не с больших сумм. Так, дальше, да, торговля на эмоциях. Ну, эмоций там очень много, да, тут основные у нас это, когда вот у человека стресс, например, допустим, там, не знаю, береговый корыс, там, у него кредит, там, еще что-то, да, эйфория, может быть, наоборот, то есть аевая мондай, как называется, такое возбуждение у него, да, прям несколько сделок плюс закрыл подряд, и у него такое прям эйфория был, или страх, сомнения был, это вот злейшие враги депозита, да, то есть эмоции, они одним восприятие, да, графика искажают, из-за этого у него происходит неправильное, это, ну, как бы неправильное решение, соответственно, неправильная сделка ларгерит. Так, что еще? Вместе рынку. Так, вместе рынку, ну, то есть обычно уже, когда несколько серий там или бирзелка минус гетели уже начинается, да, у него эмоции. Сразу же хочет отбить эти свои минусы. То есть прям, ну да, ичинен, вот, например, какой-то, ну да, каджир было так, как называется, каджирны, да, то есть адам начинает мстить рынку, да, и хочет вот отбить, там, начинает рисковать, чомурак плечо менен койо, мисалы, криптобиржада, там же можно плечо регулировать, или чомурак лот менен кире ала, чомаржа менен, да, вот, чтобы свои потери отбить, да, свои потери вернуть. Поэтому это тоже большая ошибка. Вот я вот, например, ну, у меня такой проблем была, я каджирын, ну, все равно, конечно, ичине досадным, обидно ухолчу, она на ушону, чтобы вернуть, да, свои потери, бывало, что несколько раз хайра кирип, минус да. И потом я это услышала в Ютубе от опытных трейдеров, что минус бирнече жолу эки жолу болгондон кийин болду, ошол күнү эс алыш керек, сделкага кирбеш керек, же жок дегенде 2 саат эс алып, мындай жакшы, ну как, короче, не так, да, телевизор көрүп, интернет эмес, а на свежем воздухе погулять, либо там вообще в этот день отключиться от рынка, от графика, да, вот, и на следующий день уже приступать, да, к торговле. Так, желание быстро разбогатеть, ну, это тоже барус или банально из-за этого приходим, да, чтобы быстро деньги сделать, да, думаем, что это так легко, здесь кнопка бабло есть, да, быстро можно купить, buy, sell, нажать и зарабатывать. Ну, это у новичков, которые совсем не имеют представления о трейдинге, да, вот у них такое желание, да. Так, жадность, да, ну, жадность тоже одна из самых частых причин слива депозита, да, вроде рынок берет, рынок на самом деле не жадный, да, рынокта мындай чектелүү бир какой-то акча көлөм жок, биякта чексиз акча бар, да, аябай көп көлөмдө акча айланат бир суткада эле, мисалы бир эле форекс рынокто суткасына 6-7 триллион долларга чейин айланат, это колоссальные деньги, да, например, допустим, так, ну, Кыргызстандын бюджети годовой, да, мисалы 12,5-13 миллиард доллар, да, мисалы годовой бюджет. А бул жакта суткада эле бир эле форекс рынокта где-то в среднем 5-6 триллионов долларов, иногда это 7 триллионов долларов доходит. Вот представляете, какой колоссальный объем, да?
Вот. А вот этот фондовый рынок то же самое, там чуть меньше 4-5 триллионов, там крипторынок 2-3 триллиона. То есть все совокупности рынка Алганда там огромные деньги, то есть всем хватит, да, поэтому не надо вот, я не знаю, там, как, ну, вообще говорят, что всех денег не заработаешь, да. Некоторые есть, которые там из-за чувства жадности, да, или она сделку эту кетсе, без него, да, ракета был тоже у него начинается с чувства фома доход, чувство упущенной прибыли, да, как будто ақша жетпей қалғансың. Ну, ничего страшного, қайра күт сөйле, біраздан кейін рынок қайра эле өзүнүн жанагы күткөн зонасына, күткөн базына келет, да. По-любому рынок берет. Вот, анан лудомания, да, то есть азарт. Бул өтө опасный нерсе эми. Так, давайте тогда, ну как жана казино бизде бир кезде болбодо эле аябай, ну мен мисалы өзүм личный примеримден, ну то есть кошуна бир эженин баласынан көргөм да, ушундай ушунчалык жеткен, что квартирасын, үйүн баарын сатып, короче, ну аягында бир комнатная квартира, конечно, калды, бирок апасы аябай картайып жаман болгон. Ну в общем, жаман бүткөн, это как наркоман болуп ушундай состояние, человек уже не отвечает за свои действия, да. Вот, так что трейдингте тоже ошондой тонкая грань бар да, кичине ошол граньдан ашып кетсеңер, уже все азартка адам кирип кетет, өзүнүн мындай, ну, как сказать, это, теряет себя, да, реальность менен и, то есть, между, ну, то есть, в нереальном мире находится, да, а реальность какая, то есть, то, что он в таком положении останется, сызыга отуруп калат, жакындарын отургузуп салат, это он не понимает, да, ему лишь бы вот это получить как дозу наркотиков, да, ошондой, это очень опасно, поэтому нужно торговать строго по системе. Так, отсутствие торговой системы. Так, азырдагы чатты текшерейин. Так, все, да. Если что, да, жаңы кирип келгендерге микрофон включила. Эгер по ходу суроолор болуп калса, бере берсеңер болот, да. Так, отсутствие торговой системы, то есть торговая система, ну, то есть это когда у вас нет четкого плана, да, вообще. Торговая система для меня была общие правила, да, в трейдинге. Вот, например, силер базарга келдиңер, ну, или вообще башка жаңы нерсе, там, я не знаю, там, врачов, хирургов хотите стать, там тоже есть своя система, да, как правильно делать операцию. Или там дорожное движение, системасы бар, ну, вплоть там до галактики, да, даже, например, да. А вот то же самое и трейдинг, в общем-то, торговая система, это полностью все правила, вот общие, начиная с кандай, то есть кандай инструментмен торговать этесиңер, кайсы убакта, саат канча примерно в день, да, сколько у вас сделок в день, лимит убытка, лимит прибыли, какая у вас стратегия, какая у вас точка входа, то есть торговый сетап, точка выхода и так далее. То есть ушун баарын торговая система деп коет. Ошол обязательно болуш керек. Эгер отсутствие болсо, то есть как попало, да, по наитию, то есть у меня чуйка там вот сейчас точно ушундай кетет, или не знаю, на эмоциях, или по сигналам тупо киресиңер, анда, конечно, это значит, что у вас торговой системы нету, да, вы сольете депозит. Так, овертрейдинг, то есть ашыкча сделка кылуу. В трейдинге мындай да, ашыкча биз мисалы обычный человек, биз ашыкча иштеп койсок, бизге акча төлөп берет, или там что-то, ну вот лишние какие-то вот, допустим, там, подработка, шабашка кыла болсок, тоже мы что-то подрабатываем, да. А трейдингде андай эмес, наоборот, тескери, да, канчалык көп биз ашыкча иштей коюп кетсек, наоборот, бизге минус болот. Анткени бизде ошончолук көп фактор риска болот, да, мисалы көп сделка кылсаңар, ошончо силерде шансов на ошибку много будет. Поэтому лучше торговать минимум, ну, я рекомендую, вообще мен өзүм ушундай көп сделка кылатып, бир оптимальное количество сделок в день келдим, для меня это максимально 3 сделки в день, да, я всего лишь, ну, один день, ой, то есть одну сделку это редко, но в среднем где-то 2-3 сделки открываю и все. Вот, редко, когда 4-5 сделок, да, аябай, кейде болот, аябай базар жакшы болгондо может такое быть. Вот, ну, в общем, ашыкча иштебеш керек. Так, потому что ашыкча иштесеңер, и все равно, жанагы, как это, ну, ученые уже установили, адамдын мээси чарчайт да, туура эмес уже көрө баштайт графиктечи. Так, нарушение своих правил, дейт. Ну, то есть өзүңөрдүн мисалы торговый системаңар бар, то есть торговый план, да, где точная точка входа, точка выхода, но у вас все равно время от времени вы срываете, нарушаете, да, свои же правила, которые вы написали. Кстати, что торговая система, то есть свои торговые правила обязательно жазышыңар керек. Прям подробно, как дневник, да, вот все подробно написать надо. Если что, я могу подробно рассказать, например, как я пишу, да, торговый дневник, торговый этот план. Вот, так, что еще дальше? Охота за волшебными стратегиями. Так, ну, это тоже у всех новичков менде деле башында болгон. То есть улам эле семинарларга, кайсы форумдарга барып эле, всякие мастер-класстарга, где я искала какую-то волшебную граль, волшебный там стратегию, индикатор, который там, ну, я не прям 100% не надеялась, что прям такая будет волшебная, да, стратегия. Ну, по крайней мере, аябай высокоэффективная стратегия, издечумен, да? Думала, хотя бы там вероятность 70% болсо сонун болмок депчи. Даже андай стратегия деле 70% иштегенди көрө элекмин, да. На самом деле много изучала, но не знаю, көрө элек. Вот, поэтому, ну, как бы на чудо надеяться не надо, да. Бир эле вот советую тоже, вот аябай көп стратегиянын баарына охота кылбай эле баарын топтобой, да, и там
ютубтан тонны контентти да улам стратегия издеп бир эле эки стратегия көп болсо токтолуп ошого эле аябай басым жасап ошону шлифовать этип, как жанагы бар го, необработанный алмаз, он же грязный, да, а потом когда его шлифуют ювелир, да, он такой очень красивый, с переливами, да, ну там дороже становится, да, чем лучше его обработка, тем дороже алмаз, да, бриллиант покупать. То же самое и стратегия. Поэтому на одной-две стратегии поймали какую-то, вам зашла эта стратегия, и все, уж он шлифовать это. Еще, да, имеется выражение «дягат». Брюс Ли, по-моему, говорил, если не ошибаюсь. Я не боюсь человека, который знает 1000 приемов, да? Я боюсь человека, который знает один прием и отработал его 1000 раз. Вот то же самое и стратегия. То есть лучше одну стратегию, но отработать ее 1000 раз, вы станете профессионалом, да, своего дела. И ошол деле стратегия следует, собственно, багат. Так, торговля против тренда. Вот у меня тоже такая была болезнь, да, я, допустим, мысалы, криптода торговать еткенде очень часто видела, монда катуу секиртте, допустим, узак аябай көп убакытта накопление болот, анан графикте обычно да чоң свечаларды көрөсүңөр го, катуу секирттерди, да, после накопления. И я вот ушундай накопление бир-эки жол секириттен кийин коррекциядан ладно кирчүмүн, эми кичине движение кармачун, потом кайра эле чогулуп накопление кайра өйдө кетет, а я опять шорт заходила, да, у меня такое было. И часто минусқа кете берчүмүн. Вот, так что торговля по тренду только, айтат го, тренд is your friend, да, то есть тренд твой друг. Поэтому это самый, ну, как бы высоковероятностная торговля болуп калат, силер сделкаңар көбүрөөк плюска жабылат, эгер силер тренд боюнча иштесеңер. Так, вход без четкого плана, да, это перед каждой сделкой вы должны обязательно четко запланировать, да, но это как военный полководец, да, мисалы там, допустим, армиясын, там, ну, душманга, ну, как сказать, перед тем, как направить, да, например, он же стратегию четко вырабатывает, да, вот, так и здесь, да, перед тем, как войти в рынок, на базар, да, обязательно четкий план болуш керек, да, то есть заранее уже должны продумать, какая у вас должна быть картина, чтобы, как говорится, все звезды сошлись, там например, бирзонова гильдии, там, снятие ликвидность круды, там, например, имбаланс образовался, там слом случился, и я тогда захожу в сделку, допустим, да. Ну, то есть, что-то четкое понимание было, и где я там выставлю тейк, стоп сразу в голове, да, и на графике тоже. Потом только заходите в сделку, все это выставляете, тогда у вас четкий план есть, вы будете подготовлены в случае, там, если рынок пойдет против вас, да. Вот это обязательно нужно, да, то есть четкий торговый план до захода в сделку. Не тогда, когда вы зашли в сделку, да, и во время открытия сделки вы думаете, куда поставить стоп, куда тейк поставить, а вот именно до сделки, до открытия. Так, ошибки тайминга. Торговля неправильное время тоже. Бул нерсени көп айтышпайт. Негизи мен да буну, ну, как буквально недавно, в прошлом году так узнала, на второй год, то, что оказывается есть эффективное время, да, или эффективные сессии для определенных инструментов. Мисалы бизде жер шарыбызда ар кайсы эмелер бар да, вот эти часовые пояса, да, есть американские, ну, то есть не то, что часовые пояса, это зоны, да, американская, где вот биржи, банки работают, где австралийская, где там лондонская, то есть европейские банки, биржи работают. То есть ушел в момент РД, определенный инструмент как раз тоже ушел сессия, да, тяжчитый, да. Мисалы, допустим, вы какой-то европейской валюты, там евро, там что еще, британский фунт мечтейн десеңер, Азияда слабый иштейт мисалы, да. А Лондон сессиясында саат 1-ден баштап түшкү 1-ден саат 1-ден 3-кө чейин иштесеңер болот, или американская сессия саат 18:00 где-то 20:00 чейин примерно, да, часа 2 где-то, когда активность высокая. Вот, ошондой иштесеңер болот, мисалы, ушу евро и британский фунт, допустим. Если вы хотите золотом работать, золото тоже, он на лондонской сессии деле жакшы иштейт, и Америкада өзгөчө катуу волатильность болот. Анан бирок мен өзүм золотом менен көбүнчө азиатский сессияда эртең менен иштейт, да. Видимо, азиянын кыймылы жагат, более предсказуемый, манипуляциясы көпчүк. Я так заметила, в принципе, золото любая сессия иштей берет жакшы. Ну, единственная сессия, азиатская сессия, когда где-то часов с 10 до 12 уже кыймыл аябас болуп калат, да, золото катып калат, тоже анысы бар. Поэтому эртең менен эле где-то саат 6-7 баштап иштеп алсаңар, золото нормальное движение. Вот, и там еще индекс американский болсо, алар именно американский сессияда жакшы иштейт. Допустим, там S&P 500, там что у нас, этот, NASDAQ, GER40, там европейский индекс и так далее. Вот, а если, например, вы хотите торговать, допустим, новозеландский доллар, австралийский доллар, там что еще у нас, ну, вот такие вот, которые, как называется, ну, вот эти валюты, которые относятся к океане, да, это Новая Зеландия, Австралия, тогда это как раз подходящее время Лондон, потом этот Сиднейская сессия, да, вот ушел момент жакшы, да, ламен судовой. Так, вот во время новостей тоже это одна из причин, то, что депозиты теряют новички, да, новости учурунда как раз волатильность катуу болот, и если мисалы кичинекей депозиттер өзгөчө болсо, тогда жок болуп салат, да, новости.
Так, торговля, еще спред большой идет, видите, с огромным спредом. То есть, новость учурында спред, то есть разница между покупкой и продажей, аева чем буква, да, комиссия на чем задирает ситуацию. Вот, уж он так что учитывать кеткеле. Торговля в плохом состоянии тоже, когда там с кем-то поругались, или там уродцанар, башинар уродат, там долги давят, психологическое какое-то давление, да, лучше не стоит, да, торговать, честно. Так, ошибки учета. Так, отсутствие дневника сделок. Вот, мисалы дневник, да, башында тоже мен кылчумун дневник, потом забросила, кайра азыркыла баштадым. Бул да аябай жакшы помощник трейдерге, мисалы профессиональный деңгээлде өсүш үчүн. Өзүңөрдүн ошибкаларыңарды өзгөчө со стороны көрөсүңөр. Жакшы эме болот экен, да, как сказать, ну, как вы можете прям вглубь себя посмотреть, да, а так, когда вы торгуете без дневника, без никакой записи, өзүңөрдү көрбөйсүңөр, свои ошибки вы не видите, вы будете забывать уже к вечеру, забудете свои сделки, как вы зашли, да, почему зашли, да, там стопом выбило или наоборот тейком закрылось, вы даже не будете помнить, а почему закрылось с тейком или стоп-лоссом выбило. Вот, ошондо дневник керек, аябай жакшы полезный эме, да, нерсе, өзгөчө новичок туралы. Так, сравнение себя с другими, ну, соцсети особенно, да, очень хороший вклад делают в плохом смысле. То есть в Инстаграме, в Ютубе везде мы видим, да, там такие классные панелки или на фоне Феррари, там еще где-то на Мальдивах. Ну, на самом деле вы только самого себя сравниваете со вчерашним, да, собой. Вот это самая лучшая да, мотивация, да. Мисалы мен кече кандай болчумун, там, бир ай мурун, бир жыл мурун депчи. Ошол эле эң лучшая мотивация, да, силер үчүн. Мисалы, я азыркы мен мисалы билими менен азыркы навыктарым менен мен мисалы бир жыл мурунку улканга я себе сейчас возвращаться не хочу, да, потому что за год я, например, уже, ну, хорошо ли выросла в профессиональном плане и психологическом плане, дисциплинарном плане, вот, ну, вот я как бы, и у меня внутри такого кудайга благодарность, что благодаря то, что я здорова, то, что я развиваюсь каждый день, изучаю, каждый день практикуюсь, уж дай деңгээлге, хоть чем год назад мен жеттим деп, вот, ну, уж у меня я как бы горжусь. Так, слушать чат GPT, аналитиков, разные мусорные новости, да, то есть тоже нужно фильтровать. Өзгөчө аябай новости, тимеле бүт капталдардан келет, анын баары новичокторго кереги жок. Основной новость бул геополитика. Азыр мисалы даже жанагы Non-Farm деген аябай чоң күчтүү новость болчу. Это отчет по деловой активности не сельскохозяйственном секторе деген бар, да. Ошол новостьти биз күчүбүз эле аябай кадимкидей күчүбүз, да, 1,5 айда бир жолу чыгат. Ошол маалда как раз новость 18:30 вечером по Бишкеку, она очень сильно прям влияла на рынки, на все рынки. Такие большие движения делала, да, и причем в одну сторону. Допустим, там было написано, Non-Farm новость, выйдет в 18:30, прогноз там такое-то количество человек. Прогноз выше, чем предыдущий месяц текен болсо, это считалось хорошо, и обычно трейдеры ставили на лонг, да. А если прогноз ставили ниже, чем вот, например, прошлый месяц показатель ниже болсо, они обычно на шорт ставили, ну и вот так вот работали, да. В основном это как бы их прогнозы вот эти сбывались, аналитики прогноз доруч, и вот на этом трейдеры очень хорошо зарабатывали, потому что там большие движения были. Но сейчас из-за геополитики, то есть Иран менен США ортосунда конфликттин айынан плюс там где-то нефти, да, вот этот перебои с поставкой нефти и так далее, то есть вот в связи с этим вот этот Non-Farm акыркы 3 айда чыгып атат, вообще слабый влияние болуп атат, эчкандай недавно было, вот на прошлой неделе Non-Farm, и слабый был на самом деле, и прошлый месяц тоже слабый был, потому что геополитика азыр вот именно Иран и США ортосунда новость күчтүү. Так, ну и также еще не надо смотреть там, что еще, ну, так, аналитик, конечно, для саморазвития надо обязательно, ну, все прям подряд не надо читать, только то, что относится к вашему, там, допустим, активу, например, золотом торгуете или евро, да, ну, желательно вот так вот фильтруйте. И искусственный интеллект, у меня тоже один новичок недавно где-то эки жума мурун жазды, мен искусственный интеллект болуп, сделка кирдим эле слив болду депчи. Ну, то есть чат GPT, любой искусственный интеллект тоже ошибается, они не эксперты, да, поэтому аларга 100% ишенбегиле. Усложнение своей торговли, и, кстати, это тоже, да, ну, то есть особенно новичоктор вот в начале толтура эмелерди коюшат, индикаторларды, там стохастики, осцилляторы всякие, там ямашки и так далее, да. Вот, что еще, стратегии какие-то, очень сложные стратегии. Мисалы, жөнөкөй стратегияны көрсөтсөм, даже я вот, ну, в Ютубе видела, например, там чоң эле топовый эле трейдер показывает, объясняет свои сделки, и там в комментариях читаю, ой, типа, вот как он сказал слово треугольник, все, я уже закрыл видео, или там, ой, там, классический или теханализ Турвай был, бельвейт Турвай, смарт-мани, ну, как бы шылдында вот да, хотя это трейдер с очень большим стажем, да, 20-летним стажем, ну, просто профессионалы, они уже поняли, что работает, в принципе, вот на рынке, да, это простые решения, простые стратегии, без огромного количества индикаторов, даже вообще без индикаторов, веб-трейдер для DBLM, который вообще без индикаторов работает. Вот, то есть они, наоборот, упростили, все лишнее отсекли, да. Вот, а это отход дисциплина, это отсекание всего лишнего, да, ну, то есть им это имеется в виду насчет стратегии. Их стратегия очень простая. Вот, как говорится, все просто, и это не доход, и гениально, да.
Так, финансовые ошибки. Вот не выводить, да, я всегда новичкам, когда вот обучаются, вот, то есть практикуются, всегда говорю, выводите свою прибыль, да, выводите, каждый день, mesela, $10 было, $20 было, чыгаргыла, да, ну, там, если, допустим, депозит, ты чё там все, ладно, я вам разрешаю, говорю, хорошо, там, только 50% выводи, 50% оставляй на депозите, да, хотя бы, өзүңөрдүн тапкан акчаңарды, мындай, ну, дамытатып, как говорится, да, вот себе, вот себя поощряйтесь, тоже себя любимого, вот поэтому обязательно нужно чыгыш керек, анткени силер акчаңарды, ну, я, например, так делала, акчамды аябай көбөйтүп, а потом бир күнү взяла, слила, да, половину, ну, не весь, но половину депозит, вот, а потом я начала выводить, когда у меня осталось из $4500, там, $2500, я остаток, ну, на остаток стала торговать и уже стала выводить, вот так вот, да, потом. Ну, потому что выводить пенсионер аябай гарантия жоктор иногда. Салсаңар аябай обидно болот. Так, торговля на кредитные деньги, то есть карызга алган акчага тоже эч качан торговля кылбагыла, бул аябай психологически да тяжело болот. Бул, ну, я не знаю, по крайней мере, 90% наверное, учурда слив депозита алып келет, да. Так, ну, то есть финансовая подушка безопасности жоктугу тоже трейдингке кирсеңер, баш оптуң менен вообще, ну, тоже это тяжело. У вас будет такое чувство, как сказать, отчаяния, да, выживания, лишь бы там заработать там, на продукты, на квартплату и так далее, да, если у вас финансовой подушки нету. Особенно юбилеумер болсо вообще не стоит, да, трейдингке баш оптуменен кирип, обязательно эме, да, мындай, сочетать эти там, жумуш основной болсо, хотя бы жок дегенде жумуштан кийин 1 саат или убакыт бөлсөңөр трейдингде, тоже уже хорошо, да, для развития, уже через год вы себя не узнаете. Вот, а так полностью бросать стабильный заработок, там, бизнес продавать тем более не стоит. Вот, качан силер уже где-то, ну, трейдингте обычно 2-3 жылдан кейін стабильностьқа келишет, да, көбүч. Где-то, может быть, ну, бывают единицы люди, которые там и через полгода выходят уже на стабильный доход, да, но в основном где-то, ладно, года 2-3 потренировались, попрактиковались, өзүңөрдү дисциплинаға салдыңар, определенная стратегия таптыңар, определенный актив, там, сессия, да, и так далее, то есть все уже у вас прям устаканилось, и вы уже минимум там полгода, 6 месяцев стабильно зарабатываете. Ну, так, ну, бывает, конечно, тоже некоторые месяцы там без убыток, чуть-чуть с минусом закрывать. Ну, в принципе, вы в плюсе, да, на протяжении, если полгода посмотреть или год, тогда вы можете бросать, да, там работу, уволиться, не знаю, там бизнес свой сдать в аренду и так далее. Так, надежда на работу, на роботов и пассивный доход. То есть тоже ушундай мечтатель тип, которые эштеке кылбай, там, палец не ударить дегенде, как Емеля на печи, да, лежать и зарабатывать деньги, надеяться на роботов или искусственный интеллект тоже не стоит, да, потому что они сливают депозит. Я тоже сама пробовала, боты, ну, у меня слил полностью депозит. Так, ну, а трейдинг деген это подразумевает уже активный вид торговли, да. А есть, конечно, алгоритмический трейдинг деген, то есть с помощью роботов, с помощью искусственного интеллекта. Эмал, честно, вот полбована или нерсе, да. Так, так. Ну вот, кто себя узнал, да, хотя бы в 5 пунктах, да? Вот. Разница, так, сейчас, да, в чат текшерейн. Так, Азия, вы зашли, я вам микрофон включила. Если что, можете говорить. Так, вопросы, если есть. Или дальше продолжим. Вот, я, в общем, все вот эти 30 ошибок перечислила, которые приводят к сливу депозита, да, это я вот все через себя это все как бы пропустила, поэтому что возможно, да, какие-то у вас свои индивидуальные моменты были, да, слива депозита. Вот. И именно өзімда тоже обучение, там, стратегии, когда тоже даю готовые стратегии на мондай болот, на мондайдан киресің, мынаяқтан шығасың дегендей. И вот это именно такие даю, которые я сама лично проверила, да. А там где-то ютубтан көріп алып, книжки оқып алып, там аны бермеймін. Так, вот, давайте сейчас пройдемся. Так, подождите, сейчас вот здесь вот я хотела, допустим, на мисалы мен, да, жөнөкөй стратегиялар менен иштейм, мисалы өзүм, так, сейчас на график перейду. Ой. Допустим, вот как я торгую, да, каждый день, ну, кроме субботы и воскресенья. Мен өзім негізі, так, Smart Money, анан ICT, ну, ICT это, в принципе, тоже Smart Money ден келіп шыққан нәрсе. Smart Money, ICT и этот, Price Action бойынша ушу стратегияларды, мындай, микс қылып, то сочетать этіп іштейм, да. Сейчас, допустим, да, вот я свои сделки покажу, если они сохранились, по-моему, мен аларды удалять еткен жоқмын. Так, кеше күні у меня была вот это, так, евро бар бекен, евро чеев, сейчас. Так. Кече күнү мен евро менен швейцарский франк ачкам лонко. Так.
ну, полностью прям 100% текке жеткен жоқ, ну, где-то 70% текке жетті, да, она у меня эта сделка, так, это у меня, нет, не евро-чеф, значит, этот USD-чеф, я, значит, путаю, USD-чеф, вот этот. Могу болса сделка, наоборот, стоп-лосс менен текке, да, кече күні. Ой, USD-чеф емес, блин, я кажется, не то, вот, евро-чеф, точно. Вот там шел лонко жеткен, да. Так, вот, сохранилось, да. Вот, точка, ну, то есть, башында мен кече күні, это было вот 15 мая, дейді, сделка была, получается, вот, ну, жерге қойғанда, так, вот здесь у меня точка входа была, но сделка, она немножко отлетела вверх, и я вот здесь вот видела это по смарт-мани, она ФВ где-то вот имбаланс, ушу имбалансқа лимитка қойып, наму имбалансқа келді, да, четко. Вот ушу имбалансқа эметип таянып ушака келет деп лимитка қойғам, где-то на 50% имбаланса, и она четко пошла и кетти, да, өйдөгөн. Ну, в принципе, я так, конечно, вот цель у меня вот здесь была, еще она у меня висит, пока жабылалек, да, ну, где-то 70%, ну, грубо говоря, или процентки кетти, да, текиме. Вот, ушундай сделочка бар, анан дагы. Так, кече золото эки жолу стоп менен тепти. В общем, вчера у меня прям вообще жесткий такой день был, 3 стопа вчера задний, это вообще редкость. Ну, кече ушундай золото аябай эме болду. Жаман езди, да, австралийский доллар. Так, австралийский доллар, он у меня, вот это у меня получается сделка. Так, ну она не очень прям это, да, конечно, идеально болду. Ну, еще она до конца не отработалась. Мне получается, мол, сделка вакичная, да, поторопилась. Вчера это было во сколько, что где-то, 16:30. 16:30 был сделка, мы типа кетип, она мен мол жерге, здесь тоже имбаланс был, вот тут вот ушуга келет, мен лимитка болгон, бирок она этот уды даже кирип кетти, да, она стоп-лосс бир раз стоп-лосско жетпей калып, сейчас вот не знаю, понедельник, скорее всего, разворот болот деп ойлоп атам. Мен эмне үчүн муну лонгко койгом, анткени так вообще негизи чоңураак таймфреймде бул жакта чоң зонага келген болчу, да, бул жакта зона, вот эта выделенная зона, где было очень много проторговки раньше по истории. Бул жактан мына көрдүңөрбү, өйдөгө бычы чоң свеча келди, бул жактан тоже чоң отскок болду бычы, здесь тоже, ну и здесь у нас сложно пробой был тоже, и здесь. То есть ушул жерден я надеялась, что он отскочит, да, поэтому уж понедельник күтүп атам отскок. Так, ну то есть у меня получается ушел так калды. И золото менен, да, ну золото там ничего интересного, мне уж эки стоп, я, по-моему, удалила, да. Эки стоп по золоту, и еще у меня стоп был... еще, кстати, да, USD-JPY дейді. Вот USD-JPY тоже четко отработала. Мен буну жап салдым эртерээк, бирок вот, получается, бул 4 сааттыкта, сейчас 15 минут ставлю. Бул жакта эки точка входа көргөмдө, эки вариант. Это получается, вот 15 минут таймфрейм, доллар, японская иена. Вот здесь вот это где-то в обед было, вот в 13:30 ушул жерге койгом, она четко келди, ушул жака келет депчи. Бул как раз коррекция болуп аткан, анан я здесь мога таянып элем, ол эмеге. Ну, тут ордер-блок небольшой такой, плюс еще тут имбаланс. Имбаланс он прошил, да, вот тут есть, но он прошил его. Ну, в общем, ордер-блокко таянып, ушул жерден анан эметкем, да, койгом, получается, где-то плюс-минус ушул зона. Я там сигнал канал написала, где-то вот ушул зона примерно. Я там всегда расстояние диапазон жазам, да. И вот ушундан анан кетти, где-то вот получается почти, ну сколько, 90%, да, жапты, да, именич. Так, здесь соотношение 1 к 3 почти. Анан экинчи вариант. Ой, так, да. Вот, короче, второй вариант, это у меня вот здесь, да, вот в самом низу, вдруг коррекция глубокий болсаң, яна ошондой характери бар да, көрдүңөр мына коррекциясы аябай чоң болот. Бул эми коррекция дегенибиз, бул манипуляция. Японский банк очень жесткий манипуляция кылат да. Ну, как называется, интервенция деп коет. Вот видите, вот это чудо, вот такие палки, да. Ошонун үчүн буга расчет алып, глубокий коррекция берсе, бул жактан да кирем деп. Вот ошондой. Так, давайте дальше тогда продолжим, да. Улкан кандай? Жакшы, кандайсыз Салтанатжи? График көрүнүп атпайбы? Мен что-то Көрүнүп атты, жакшы. А то я переживать начала, блин, деп чай, что-то сүйлөп атам көрсөтүп. Хорошо. Нет, графика не видно, Улкан, привет. Графика не видно, там твой сайт видео идет. Нет, до этого. Ну, сейчас слайд, да, а до этого же видно было, Салтанатжи сказала. Да? Ну да. Угу. Так. Вот, ну теперь давайте, раз вопросов нету, тогда, или есть вопросы? Ой, вопросы, давайте. Так, сейчас посмотрю, я ничего не забыла, закачанный конспект накатала.
Вроде бы я вам все сказала. Ну, давайте, да, следующий готовьте слайд, да. Ну, вообще, так, у меня небольшая экосистема, как говорится, да, я как, ну, да, и особо для меня, как называется, не медийная личность такая, да, особо не рекламируюсь, но вот по чуть-чуть начала тоже обучение, у меня групповое обучение началось, вот на прошлом месяце первый раз группу набрала, а так до этого только индивидуально было. Вот, уж да, экосистема, это у меня обучение есть, платное и бесплатное, сигнальный канал есть, комьюнити, поддержка есть, у меня тоже есть ученики, которые уже активно работают, постоянно со мной тоже на связи, что общаемся, что торгуем, что эмилерге бараз мероприятиелерге, да. Вот, ушундай. Так, обучение очень прям имя, да, ну, то есть давайте сейчас более подробно остановлюсь. Вот от нуля до профи есть, групповой есть. Онлайн, офлайн, 12 занятий за месяц и плюс 2 месяца обучения, то есть практика. Вот, онлайн обучение имея, да, мындай офлайншиктерге кошулуп эле окуу беришет. Мисалы менин айткан көрсөткөн нерселерди онлайншиктерде көрө берет, да. Вот, офлайн 50 тысяч стоит, онлайн 35 тысяч стоит. И также есть беспроцентная рассрочка. Вот, и есть еще курс для продолжающих, мисалы кимде башталгыч знания бар болсо, а только практика керек или более продвинутое углубленное обучение керек десе, пожалуйста, да, тоже бул жакта чисто практика EKI и обучение стоит 40 тысяч сомов, да. Здесь тоже вот прям реально погружение в рынок, да, мы постоянно работаем над анализом, да, торговой системой, там правила, все выравнивать, дисциплина, дегендыч. Вот, меня лично постоянно на связи утром и так, ну, в общем, сопровождение, да, тоже пожизненное, как и здесь. То есть, мисал, и практика бюты, все, мен ушу меня знать, не знаю, деген менде вообще жоқ-то. Мне ученики это подтвердят, да, любой человек. Так, индивидуальное обучение тоже есть, в принципе, те же самые программы, то есть, какие программы, да, обучения. Я, кстати, слайд, по-моему, не оформила, да. Так, сейчас, да, давайте я так вам скажу, что я обучаю именно. Только директор университета, лишнюю теорию не даю. Как полный курс от А до Я деген, ну, то есть это самое, начиная вводные занятия, да, трейдинг бойынша, то есть гириш, то есть, как говорится, трейдинг деген, не, что из себя представляет, да, кандай рыноктар бар трейдинг, да, стили торговли, сессии, основные участники на рынке, там, брокеры, биржи, банки, фонды, алардын арбиринин ролю кандай, да, кандай алар взаимодействие, то есть базарға влияние, таъсир етет, да, и так далее. И также платформы, да, например, как MetaTrader, SeedTrader, там что еще, ну, вот основное, то есть то, что иштейт турган платформалар, брокерлерди кантип тандаш керек, то есть основные вот у нас звоночки, да, то есть это что это этот, ну, недобросовестный брокер, да, или честный брокер, ошону, да. Потом про безопасность на финансовых рынках, бул жакта аябай эмелер көп, да, мошенниктер көп, ошолордун алдын алуу боюнча тоже сабактар өткөрүлөт. Там теория плюс практика была, да. И также, что еще, инвестиции, спотовый рынок, то есть спотовый трейдинг именно в крипте, да, ну, мисалы биткоин, эфир, солана, да, такие топовые топ-3 монеты, типа такие, что еще, XRP, лайткоин, там, Dash. Вот ушундай сыяктуу фундаментальный монеталар менен кантип иштеш керек, то есть инвестицияга кантип, ну, ошолор менен кантип иштеш керек, да. Вот. Потом фондовый рынок тоже, про акции я тоже уже начала понемногу обучать. Самые основные вот эти азы, да, как открывать брокерский счет, мисал, Freedom Broker, Interactive Brokers, как туда пополнение делать, то есть что надо тоже көрсөтөм. Вот, уж обучение начинали, да. Ну, это как, ну, да, совместно, да, с трейдингом. Основной трейдинг, конечно, но обязательно как жана бир бутта турча, эки бутта уверенно турасың го, не будешь шататься, да, вот уж инвестицияны да көрсөтөм, да, чтобы вы уверенно стояли, да. Бир чети трейдинг, активно трейдинг, то есть активно торговля, каждый день зарабатывали, экинчи четинде, что вы, то, что вы заработали с трейдинга, там каждый день хоть 10 долларов, 20 долларов, да, вытаскивали, и можете вот так вот маленькими долями покупать, например, акции крупных там, корпораций в мире, там, Apple, там, Facebook, Amazon и так далее. Вот, также риск-менеджмент, психология в трейдинге, да, ну, каким нужно быть трейдером, да, чтобы быть стабильно зарабатывающим трейдером. Так, что еще? Торговая система, торговый план, стратегии, smart money, price action, ICT, да, вот то, что я сама постоянно практикую, каждый день уж у меня чтение, да, дневник трейдера, көрсөтөм. Ну, и, собственно, практика, да, практика, то есть EKI там месяц, в неделю 3 раза, в общем, 2 месяца подряд. И плюс еще, да, практика EKI-дан кейін, если бывает, новичок там жетишпей калды, келбей калды, оруп калды, да, ничего страшного, может, кийин кидели айда, ну, в общем, договариваемся, в любое другое время, может, на практику келе берсе болот, да. Так, вот, что еще? Угу. И сигнальный канал тоже уже кудайга шүгүр, активно очень работаем мы. Күнүнө 5-6 сигнал, бывает 7-8 сигналга чейин, если жакшы рынок болсо. А так минимум хотя бы 2 сигнала, да, если рынок не очень хороший, то, ну это редко, когда 2 сигнала, да, вот без жолу было, по-моему, недавно, где-то недели 2-3 назад, я всего лишь 2 сигнала дала. Анткени рынок эчкандай подходящая ситуация жок болсо, аябай неопределенный, непонятный торговая ситуация болсо, мен, конечно, кирбейм, өзүм да кирбейм, и новичкам тем более, да, не рекомендую сигнал бербей. Так, вот, комментарии по рынку дают, там не просто тупо сигнал, да, скидывают там, но еще
пишу, да, почему там, почему, зачем, как дегендей, да. Вот. И персональный чат, да, то есть со мной. Там. Ана новичоктор бар, гейлер совсем или ноль болгондор, которые только пришли в трейдинг, я их сигнал-канал не беру. Я сразу выясняю, егер такыр эле башталгы знания да жок болсо, мен башында алар ага бир саат убакыт бөлүп бесплатно окутам, да. Офиске отуруп алып, көрсөтүп, баарын счет, регистрация, верификация болуп, привязка болуп, торговая платформа MetaTrader 5ке потом жанагы демо счетко эметем, биринчи 1-2 жума демо счетко иштейди, потом уже сигнал канала, если хочет, кошулат, да. Ну, я так делаю. Так, и там на реал счет, когда закидывают $100, тоже көрсөтөм, да, бир жолу объясняю, вот, как сигнал каналом работать, что значит вот это, терминдер барын берем, да. Ну и настраиваю сигнал канал, чтобы он не пропускал звук уведомления. А то тоже башында я это забыла, в этот момент у меня новичок писали, ой, мен сигнал берсеңер, уже все, уже кеч болуп калды, азыр киргенге болобу депчи. Оказывается, у них звука не было, да. Я говорю, давайте звук поставьте, такой звук, каждому там инструкция отправила, да, как поставить өзгөчө звук, чтобы сразу же сигнал келгенде, сразу кудай болуп, сразу реагировать этип, сделка киргидей. Ошондой эметкен, да, тоже. Айтып турам, ну, там инструкция есть, это все в закрепе в сигнальном канале, и такие базовые сабактар тоже закрепте бар. Вот, что еще, разбор сделок. Разбор сделок тоже делал. Мысалы, сделка отработала, тоже иногда, ну, когда время есть, я пишу, вот, да, и вот эта сделка так отработала, прям четко там пришла к имбалансу, от зоны имбаланса или ордер блока, да, и там пришла там, если, там, допустим, ну, какой-то проблемная зона, вот эта пул ликвидности сняла, уже там четко сняли тейкиды. Ошондой, айна 3 минут всего лишь. Ну, тут просто система готовая, катая, да, точками входа, точка выхода, да, кому удобно, у кого времени нет сейчас учиться, можно сигнал канала подключиться. И у кого есть уже базовое знание. Так, ну это уже я говорила, да. Сурулар барбы? Так, Наля микрофон включила. Сурулар бар болсо, беребедим. Саламатсыз болгон. Салам. Менде суроо баягы Эдил Хасенов дегенби. Ошол активист из Америкада. Ошонун жакында эле публикациясы чыкты го, именно трейдинг боюнча мен үчүн казино ушундайга неметпегиле деп, ошол сиздин ооба көргөм. Ал это, да, туура эле айтты, негизичи, ну, имею в виду отношение, если к трейдингу как казино кылсаңар, анда казино эле болуп кетет. Здесь я же говорю, прям тонкая грань, да, вот как на лезвии ножа, жанагы бычактын изинде эле тургандай болот да, адамчы, мисалы, жаңы там новичок келгенде, если он башында эле направление туура эмес алса, там, допустим, его обучит окутуучу, да, как жана риск менеджментке жакшы окутпай, там, правильно как там, ну, жана стоп менен, как правило, то, что надо торговать, что еще риск менеджмент, там, торговая дисциплина, жанагы психология жактан, эмоцияны тоже эметпесе, воспитать этпесе ученики, конечно, туура эмес кетет, и улам эле акчасын көгүзүп эле казино деле окуп калат да, просто. Как ставка коюп эле, там цена туда вверх или вниз пойдет, депчи, акчасын көгүзүп берет. Тогда казино будет. А если правильно прям с самого начала настроить ученика, да, и ну, ученик-то тоже много зависит, конечно, он сам будет тоже соблюдать, что правила там есть, ну, что торговая система, да, вот четко там, я, например, ученикам прям жаздырам, да, торговая система, да, бирок барыр мен айтам, мен торговая системаны жаздырган менен силер со временем өзүңөр ылайыктап анан кайрап откорректируйте ее дейм, да, потому что 100% мени торговая системамды, мен торговый правилаларымды тураган адам болбойт. Вот у меня, говорю, уже много учеников достаточно, но они каждым своим путем пошли, депчи. Вот. Так что ошол трейдингде олуттуу эле мамиле кылсаңар, анда олуттуу эле жакшы, аябай жакшынакай результат болот. Это серьезная профессия, это не казино, да, если серьезно относиться. А так трейдинг, да, если вот человек вот эмоциональности не контролирует, он неустойчивый, там, постоянно мстит рынку, өзүнүн аябай акылдуу сезип өчө алам, анан да, же чоңураак акча сала коюп сатып, үйүн сатып болсо, анда это ничем хорошим не закончится. Тогда лучше даже не начинать, да, трейдинг, если он чувствует, что ему тяжело себя контролировать. Вот. Рынок, он сразу наказывает, да, за любой там проявление эмоций, за там что еще, жадность, азарт. Вот. Ну это вообще, это вот реально волшебная профессия. Вот здесь я вот хотела показать. Так, где тут? Тут есть, вот. Давайте, кто-то вопрос хотел задать. Срока жооп бердим бе? Ооба, чоң рахмат. Анда бир суроом бар, брокер боюнчачы. Могу FX Pro деген брокер бар го, ошол жөнүндө маалыматыңыз жокпу? FX Pro эми өтө деле прям терең не изучала, бирок иштеп атышат көп эле трейдерлер, трейдерские школы, да. Жакшы деп атышат андан. Ошолдуктан вывод кылгам да депозиттичи. Анан что-то дайыны жок да, бир 2 күндөн бери немесине жазсам, рабочий 5 күн ушул аралап деп неметип койду.
ооба уккам. Банковская картага, да, вывод кылдың, да? Виза карта. Ооба, банковская картага у всех падает где-то 2-3 күндө, кээде 5 рабочий күнгө чейин. Это у многих брокеров. Сондай болду. Депозит салынды, анан прибыльди барын чыгардым, бирок прибыль өзүнчө келет экен. Ал бат эле түштү да. Депозит бар, салынган депозит өзүнчө ошол аябай кечигип атат. Вот ошол 3-5 күндө дешет да, мне тоже эти трейдеры ребята говорили. А бирок то, что прибыль сразу келгенин билбептирмин. Бат эле келди, бирок именно салынган депозит ошол кечигип атат. 2 күн болду. Анан немесине жазсам, ошондой деп жооп беришти. Анан кээ бирки WhatsApp'тарды да карасам, жарымы келет экен, жарымы вообще жок деп айтышты да. Ушундай болуп калат экен. Я ал жакта счет ачкан жокмун да, иштеген жокмун. Но я так слышала вроде, по крайней мере, там то, что вывод не сделали, пока не слышала. Келет, но кечигип келет, иногда 5 күнгө чейин деп айтышат. Ошо интернеттен карасам, номер 1 деп неметилет экен да. Типа депчи, номер 1. Да, так-то вроде бы рейтинг у него довольно высокий. Ну, не знаю, куда их сохранить. Там, мне кажется, карта келет, просто сегодня суббота, воскресенье, они же не работают, вывод. Кылышпайт многие брокеры. Это понедельник, в лучшем случае, там, я не знаю, когда вы на вывод поставил. Если в среду поставил, где-то 3 күн, это считай, понедельник, дегельши мүмкүн, да, допустим. Так, меники четверг болушу окшойт, а не четверг. Ну, где-то понедельник, вторник жди, да. А криптобиржа менен вывод, пополнение бар бекен? Крипто менен бар экен, бирок крипто менде жок эле ошол. Счет дешет экен. Да, я через банковскую, я никогда не пополнялась и не выводила, я всегда через Binance. Там сразу моментально түшөт, моментально чыгат. Вот, ушел. Ну, мен мисалы еще Avatrade иштейт тоже, там на банковскую карту бат или где-то 1-2 саатта түшөт. Там без проблем, да, что депозит, что твоя прибыль. Бирок эң могул неме экен да, XM 2 минутада түшөт экен да, 1 минутта. Ясно. Ну, XM менен, да, там. Ну, там сейчас крипты нету, сейчас криптовод, криптовывод невозможно. Ясно. Вот ошол брокердин бирок лицензиясын текшерген жокмун, FX Pro'ну действительно. Вот ошонун сайтына, официальный сайтына кирип, надо всегда проверять, да, лицензию. Именно жакшы лицензия болуш керек, серьезно, не какой-то там офшор. Ну, например, я, допустим, вот на сайт, когда заходила, эң биринчи сотрудничать эткен брокер у меня Avatrade был ирландский. Вот я сразу зашла на сайт и там проверила лицензии, там номер лицензиялары бар экен, и я вот так вот их проверяла, да, то есть сейчас, наверное, вам видно, да, на сайте самом любой брокерде өзүнүн эмеси болот, лицензиялары болот. И вот так вот я проверяла. Вот вам открылся, да, сайт, видно же, да? Avatrade. Вот здесь в самом конце у любого брокера должны быть, вот это его география, например, Avatrade работает, и вот здесь, так, лицензии где-то в самом конце. Вот здесь было. Вот, например, ирландский банк там лицензия. Вот я вот так вот номер копировала и вставляла. Вот, а тут, кстати, ссылки что-то. Вот это. Сразу мы имя вот сюда рабочий такой ссылка. Вот заходила, Банк Ирландии, Ачилчу, и вот эта лицензия на номер не вбивала туда, поисковик сразу выходила. А вот Avatrade, там такая-то компания брокерская, там занимается тем-то, тем-то. Дальше. Потом еще что тут. Вот, например, вот этот Financial Service, то есть комиссия по финансовому сервису, тоже это какая компания? Австралийский. Тоже вот этот номер я вот так скопировала, вставила вот этот австралийский регулятор ичине сайта, и тоже вышло, да? Про Avatrade. Ну, короче, я вот так вот проверяла. Терпещу текшердим, до конца не проверяла. Японский банк, японская, то есть ассоциация, да, и тоже, короче, выходила вот эта лицензия. Вот. Ну, это серьезная лицензия, да, не офшор, короче. Так, ошондой анан ушинтип текшерип алгыла лицензиясы жакшы болсо. Если, например, у вас, допустим, так, ну, FX Pro, я не знаю, какие там лицензии, например, какие-то брокеры предлагают сотрудничество, сразу запросите лицензию, какие есть, пусть на сайте зайдут, покажут, вот вывод нужно обязательно проверить, на сколько лет работает, да, брокер. Ну и сразу же желательно Google-дан поисковиктен, отзывы же есть, тоже ошону да карагыла. Вот, ушел. Желательно несколько счетов завести, конечно, несколько брокерских счетов. Берели брокерский счет, то, мисалы, чоңураак сумма болсо, лучше на одном счету не хранить, несколько брокерских компаниях, да, работать. Потому что, ну, Китай сактасын, бывает такое тоже. Счет блокируется полностью, акчаңарды без причин могут, и все. Так. Что еще? Так, вот здесь, ну, то есть мне вот выражение здесь понравились, да, трейдинг, то, что это волшебный инструмент свободы. Реально, да, полжакта, эгер мисалы, допустим, ну, я не знаю, какая у вас профессия, да, вот вы просто своей профессией представьте, вот потолок, да, допустим, вы там, не знаю, врач, там, вы станете, ну, максимум вы там главврач станете, или там еще кем-то, да, там, по профессии своей. И какая там зарплата, представьте, а здесь это трейдинг, здесь, как говорится, доход без потолка, но там, где большие деньги, там, конечно, и очень высокая конкуренция, да, и там очень
много ответственности керек да, аябай трейдинг требует большой ответственности, большой дисциплины. Бирок буну баары бир адам, если сильно захочет, он может выработать да, в себе вот эту дисциплину. Самое основное ушу дисциплина, то есть работа над психологией, өзүн жанагы проработка кылып өзүнүн эмоциясын контролдогону үйрөнсө, у него здесь получится, да, даже если он там, хоть там, не знаю, любого возраста, любой профессии, с любой страны, да, и так далее. Так, ну вот то, что дает трейдинг, да, вот здесь написано, да, не рынок уничтожает трейдеров, а трейдер сами себя уничтожает, себя своими эмоциями, хаосом, отсутствием дисциплины. То есть рынок это как лакмусовая бумажка, мы Мурун химия Сабахтан нам проводили опыты, ну я помню, вот эта лакмусовая бумажка, она как этот метод впитывает вот эту жидкость, да, химическую, то сразу показывает, да, кто есть, кто деген, вечер рынок ошонный, как лакмусовая бумажка. Вот, показывает, насколько человек оказывается савырду или савырсыз, там, насколько он жадный, насколько он там терпеливый. Так, что у нас? Все, да? Вопросы, если есть, пожалуйста. Ой, нас были честь, запись буйурса, так, я запись, надеюсь, сделала? Ой, да, есть, слава богу. А то гиды, как начну тараторить и забываю. Вопросы есть, да, у вас? Так, кстати, завтра тоже будет вебинар именно Форекс прогноз бойынша на следующую неделю. Ну, там не только Форекс рынок, то есть валютный, там золото бойынша, еще также пройдусь по главной криптовалюте, это биткоин. Биткоин, альткоинден барын, это как локомотив ташит. В общем, биткоин геле общий анализ часов на всю неделю, потом ну, Форекс алтын и нефть также. Ну и индекс S&P 500, NASDAQ и GER 40, да, ну, которыми мы торгуем. Ну, я, например, торгую именно GER 40, но S&P 500, NASDAQ тоже самые популярные индексы. Вот, егер қызық болса, ертең келгеле саат 9-да тоже где-то 21:00 записи будут. На прошлой неделе я просто вспоминаю вебинар, где Форекс прогноз давала, то, что он будет еще, скорее всего, падать. Конечно, я оговорку говорила, то, что это зависит тоже от геополитики, если там Трамп договорятся с иранскими этими, да, ну, кто там, ну, в общем, Ирандан чоңдорменен какие-то компромисстерге келсе, да, доллар, наоборот, компромисстерге келбесе, кайра пикир келишпестик болуп, да, тогда доллар өсөт деп айткан, да, если все хорошо. На прошлой неделе кайра эметип койгон, то есть дальше болуп атып, уже вот мы там уже вот эти пункты там, скорее всего, вот примем, ну, как бы компромисске келе башташты, ушундай слухтар келе баштады, новости, и она из-за этого доллар на прошлой неделе упал, нормально упал. Мен ойлогом да уланат деп чечти ушу.